Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто будет добиваться вашей любви? Кто этот человек? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, ни о ком не думайте. Песочек все покажет сам. Просто загадайте на себя. И от своего имени, либо мысленно, либо вслух задайте вопрос, кто будет добиваться моей любви. Песочек все покажет. Настраивайтесь, загадывайте. Я же со своей стороны всех вас, мои дорогие любимые, спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете в комментариях, лайками, донатами. Земной вам поклон. Итак, давайте же посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, девушки, что же вы творите? Мужчин обижаете. Ну как так? Что происходит? Ой, тут какой-то вот сидит весь в слезах и в соплях. Вы ему отказали. Какого-то мужчину сбрили, отказали. И вот он сидит, вот так ручки, да? А что я могу, да? А что я теперь могу? А кому я теперь нужен? Кто-то по вам очень сильно жалеет. Жалеет, что не смог вас добиться, жалеет о том, что не смог удержать. Кого-то вы отправили на небо за звездочкой, послали в какой-то путь далекий и долгий. И этот человек прям по вам страдает. Какая-то женщина пытается его утешить, а он такой: нет, мне никто не нужен, кроме нее, никто не нужен. Вот мне идет, что этот человек будет вам написывать. Причем, возможно, вы его уже заблокировали, но он как-то найдет выход с какого-то другого аккаунта, либо с другого телефонного номера, начнет вам написывать. Но это уже как пройденный этап. Тут вот красивый товарищ нарисовался. Сразу хочу сказать, между вами разница. Разница может быть как и очень большой, так и, в принципе, вполне себе приемлемой. Разница может быть в возрасте, разница может быть в национальности, в религии, в культуре. Разница может быть в статусе, в материальном положении. Но вот разница есть. Есть, и это может стать камнем преткновения. Кто будет добиваться вас и вашей любви? Очень симпатичный мужчина, очень симпатичный. Лицо чистое, там, без всяких там угрей, пупырышек, бородавок и прочего. Кстати, еще и чистое от ненужной растительности. Прям такое гладкое. Мне вообще идет, что мужчина очень молод. Прям молоденький такой, свеженький, как огурчик. Глаза очень красивые. Такие, знаете, утонуть можно в этих глазах. Мужчина, который влюбится в вас, получается, да, с первого взгляда. Он просто не видел таких красивых женщин, как вы. Вообще не верил, что такие существуют, чтобы и красивая, и умная, и еще и цену себе знает. Мужчина, который привык к тому, что ему никто не отказывает. Вот просто никто не отказывает. Может быть, он какой-то желанный жених, да, первый парень на районе, гроза всех девчонок. Вот он привык жить вот по принципу щелчка. Да. Вот он щелкнул пальцами, и вот любая женщина уже рядом, на все готова, на все согласна. И тут вы, красавица, умница, еще и цену себе знает, сломаете ему всю систему, заставите его буквально вот днями и ночами о вас думать, мечтать, и у кого-то еще и молиться на вас. Действительно, мужчина, может, религиозный, начнет молиться, что Боженька позволил ему увидеть вашу улыбку, да, чтобы вы его принимали.
Мне вот еще идет, что вы ему всю эту систему координат, систему его ценностей сломаете, исправите, сделаете правильной. Молодой мужчина, да, все-таки молодой. У кого-то прям очень молодой, у кого-то, ну, чуть моложе, чем вы. Чуть моложе. Но это прям будет видно, это будет ощущаться, потому что он такой простой, он в себе уверен, он как-то даже общается, не знаю, может, на сленге, а может быть, общается какими-то модными там словами, новоязом общается. И вы такая начитанная, культурная девушка, вот такая, не о чем с тобой говорить, да? Иди гуляй, мальчик, свободен. Не могу сказать, где и когда вы встретитесь, но встреча неизбежна. Мне вообще идет, что вас буквально в жизни этого мужчины посылают небеса. Небеса посылают, чтобы вы ему корону сбили и на место его поставили. Чтобы через любовь этот мужчина начал меняться к лучшему. Потому что душа у него светлая, но повадки у него темные. Да, вот я говорю, он привык, что ему отказа нет, он привык, что он всегда получает то, что он хочет. Он привык женщин пользовать, да, обижать, пользовать. Он вообще об этом не задумывался. Он такой, ну, типа, что тут такого, да? Это, типа, нормально, это естественный процесс. Там, но я же не обещал жениться. Это она сама себе придумала, да? Вот какие-то такие моменты. Действительно, снимите. Вы не снимете с него корону. Он сам ради вас эту корону снимет. В угоду вам он свою корону снимет. Представляете, как сильно он в вас влюбится? Очень сильно. И мне еще идет, что все это произойдет как-то очень быстро, очень резко. Вот как с первого взгляда все это происходит. Сказать, что вы обрадуетесь этому мужчине, ну, навряд ли. Ну, может быть, для вас это какое-то своеобразное развлечение. Прощать, да, мальца, который тут о себе возомнил, что он пуп вселенной. Ну, а может быть, вы будете не в том настроении. Но с другой стороны, я вижу, что вам нравится то, как он вас добивается, да, вот как проявит свое желание. То есть мужчина упорный, не сдается, он прислушивается, он ищет разные пути к вам. То есть он такой, ага, вот так ей не нравится, значит, пробую по-другому. Вот тут лишнее, да, надо как бы менять, корректировать. Вам это понравится, он очень адаптивный человек, как умеет приспособиться. Вам это понравится, прям развлекаться будете. С какой-то подружкой будете прям все обсуждать в подробностях и очень классно и весело будете проводить время. Вы не над ним будете смеяться, вы будете смеяться именно над той ситуацией, которая сложилась. Ну, допустим, представьте, да, вы замужняя дама, и какой-то совершенно юный парень в вас влюбился без оглядки. И, конечно, пытается вас добиться. И говорит вам, что он вас у мужа украдет, да, и куда-то вот прям в лучшую жизнь увезет. И вы такая, конечно, укради еще моих детей, укради еще моих внуков, всех нас укради, и тогда у нас все будет шикарно. Ну вот прям я вижу, что вы развлекаетесь, я вижу вашу улыбку, я вижу, что у вас глаза блестят. Да, своего рода это будет развлечение для вас, как немножко... Как стряска небольшая, да, вот прям чувствуете, что ага, я живая, я живу, да, вот с этим мужчиной развлекаюсь. Я не вижу, что у вас прям ответное чувство к нему проснется. Может быть и проснется, но не сразу, а, например, там по прошествии определенного энного количества времени. Но с другой стороны, вам будет весело. А что? Смех продлевает жизнь, да, положительные эмоции укрепляют наше здоровье, нервную систему. Вы, конечно, мои хорошие, все разные. Но мне вот почему-то идет, что он и молод, и он, ну вот как не зарабатывает, как вы, либо зарабатывает гораздо меньше, чем вы. Возможно, у вас должность высокая, а у него должность чуть пониже. Но парень в себе уверен, и парень не привык отступать и сдаваться. От этого мужчины вы как будто бы черпаете его энергию, либо он с вами щедро ей делится. И эта энергия вам очень хорошо подойдет. И вот здесь показано, что он настолько отчаянно будет за вами ухаживать, что, возможно, наступит тот день, когда вы скажете: а ладно, давай попробуем.
И знаете, если вы ему позволите быть с вами рядом, вы точно никогда не пожалеете. Этот мужчина в прямом смысле слова наполнит вашу жизнь новыми потрясающими эмоциями. И то, как этот мужчина вас полюбит, вас еще никто никогда не любил. Вы прям сами это будете замечать и отмечать. Но опять же, я вижу, что не каждая девушка согласится из тех, кто смотрит эту отсыпку. И не каждая до этого момента дойдет. Да? Кто-то мужчина прям на полпути, да, спишет. Ну, а у кого-то все-таки дойдет до финалочки. Финалочка здесь просто потрясающая. Он у ваших ног, он предлагает вам руку, сердце, всего себя и все то, что он имеет. Еще он какое-то слово вам даст, как клятву, обещание, которую он 100% сдержит. Вы можете смеяться, можете не доверять, но вот мне идет, что кто-то из вас, мои дорогие девушки, не все, сразу говорю, но кто-то из вас точно свою судьбу, ну, буквально вот в ближайшие несколько месяцев встретит. Все начнется очень сумбурно, что вы вот прям не воспринимаете этого мужчину всерьез, но он своей чистой, откровенной, искренней любовью все-таки сможет заслужить ваше доверие. Но у кого-то действительно будет такой интересный опыт общения как с молодежью, с молодым парнем. При этом вы очень здорово от него подзарядитесь его энергетикой, прокачаете уверенность в себе, отработаете какие-то короночки, коронные приемы на нем, и ему поможете, спесь собьете, и себя развлечете. Почему бы и нет? Да? Почему бы и нет? Надо жить весело, надо жить интересно. Ну вот идет мне этот парень. По характеру он замечательный. Ну, если, конечно, не брать в учет вот эти его привычки и эту самоуверенность, он отзывчивый, он добрый, он очень эмоциональный. Он чувствует чужую боль, он не может быть равнодушным, когда ребенок плачет, либо животному нужно помочь. Вот это в нем все есть. Но то ли время, то ли окружение, вот налет, вот этот гнилой налет на нем образовался, вот этот налет вседозволенности, привычка пользоваться женщинами, да? Ну, это вы все уберете. С этим вы всем справитесь. Я же говорю, он влюбится в вас, влюбится и забудется. Ради вас он станет таким, как надо, правильным станет, идеальным даже в какой-то степени. Тут буквально идет, что вы вскружите ему голову. И мужчинка, конечно, пойдет на все, лишь бы вас добиться. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.